Добрый день, меня зовут Лимонов Сергей Сергеевич, я государственный инспектор управления Роскомнадзора по Республике Коми. И мы продолжаем серию открытых уроков с Роскомнадзором. Сегодняшний урок я буду вести не один. Помогать мне будет Георгий Антонов. Гоша, здравствуй. Спасибо. Всем привет! По названию уже несложно понять, чем занимается Роскомнадзор. На самом деле у инспектора Роскомнадзора очень обширная сфера деятельности. Гоша, а как ты думаешь, чем же занимается инспектор Роскомнадзора? Он рассматривает жалобы, ходит на проверки, ведет реестр операторов, а также ведет реестр блокировки сайтов. Правильно. Но сегодня мы поговорим о наиболее важной и социально значимой функции нашей службы. Это защита персональных данных человека. Также мы затронем вопросы, связанные с информационной безопасностью. А теперь давай с тобой обсудим, а что же такое персональные данные и какие виды персональных данных существуют. Существуют такие виды персональных данных, как фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, Номер телефона, адрес электронной почты. да, фотография, возраст, место Правильно. учебы. А еще есть цифровые персональные данные. Это серийный номер паспорта, СНИЛС, ИНН, номер банковского счета, а также номер банковской карты. Хорошо. Также существует специальная категория персональных данных. Это расовая или национальная принадлежность, политические взгляды, религиозные и философские убеждения, ну и состояние здоровья. Есть и биометрические персональные данные. К таким данным относятся отпечаток пальца, рисунок радужной оболочки глаза, не изменяется с рождения. Рисунок сетчатки глаза, рисунок кровеносных сосудов глазного дна может изменяться с возрастом. Слепок голоса, код ДНК, термограмма лица. Используются специальные камеры инфракрасного диапазона. Геометрия лица, построение трехмерной модели человеческого лица – это контур глаз, бровей и носа. Ну а теперь подытожим. Персональные данные представляют собой информацию о конкретном человеке. Информация, которая размещена на твоей страничке в социальной сети. Информация, которую показывают о тебе смарт-часы. Что написано в твоей медицинской карте? Что ты указал о себе в мобильных приложениях? Какой способ разблокировки установлен на твоем телефоне? По прикосновению пальца, а может быть распознавание лица. Это и есть ваши персональные данные. Скажи, Гоша, а ты являешься пользователем социальных сетей? Конечно. А расскажи нам, для чего нужны социальные сети и мессенджеры? Я общаюсь в них с друзьями, обсуждаю интересные темы, смотрю познавательный и развлекательный контент, играю в игры, а также слушаю музыку. Хорошо, тогда давай обсудим с тобой, какой объем персональных данных необходимо указывать в социальных сетях или просто в аккаунтах, а какую не стоит, а какую даже запрещено. Внимание на экран. Гоша, выбирай. Можно разместить реальную фотографию, фамилию и имя, свои интересы, предпочтения, город проживания, пол. Не рекомендуется размещать отчество, девичью фамилию, полную дату рождения. При этом возрастную категорию указывать можно. Место рождения, социальный статус, учебное заведение или место работы, кто родственники и ссылку на них по родственным связям. Указать их персональные данные. Нежелательно бездумно указывать геолокацию или устанавливать геотеги. Категорически запрещено размещать паспортные данные, номер телефона, адрес места жительства, копии документов, компрометирующие фото и видеоизображения. Предлагаю посмотреть нашу рубрику «Ничего личного». В нашей рубрике мы будем рассказывать, как защитить свои персональные данные. И я буду вести ее не один. Я представляю своего юного соведущего, эксперта в области персональных данных Никиту Степанова. Никита, здравствуй. Здравствуй. Никит, мы сегодня с тобой пообсуждаем интересную тему – геоданные. Тебе что-то известно? Да, это функция на фотокамере. Она указывает твое местоположение, когда ты делаешь где-либо фотографию. Совершенно верно. Вообще геотегинг и геотег – земля в переводе с греческого и ярлык бирка.
Геоданные. Эта информация, как правило, состоит из координат широты и долготы. В некоторых случаях может еще использоваться и высота. То есть ты понимаешь, что это такое. На фотографиях присутствуют в том числе геоданные. Я этим часто пользуюсь. Когда я гуляю с друзьями или нахожусь где-то на отдыхе, я делаю фото, и потом я могу вспоминать, где я был, или даже хвастаться, что я был на том месте, а другие нет. А о пользе геоданных ты сказал, что это определение точного местоположения, похвастаться можешь перед друзьями. Скажи, пожалуйста, а возможно вред данной информации? Да, конечно. Если ты приехал, допустим, на отдых, сделал первую фотографию и сразу же выложил ее в интернет, люди могут узнать, что ты находишься не у себя дома. То есть ты уехал на отдых с родителями и опубликовал свою фотографию. Мошенники могут воспользоваться этим и, допустим, обокрасть твою квартиру или еще что-нибудь хуже. Чтобы этого избежать, не надо сразу же с отдыха выкладывать фото. Если тебе очень То есть хочется... обдуманно пользоваться Да. геоданными. Хочется похвастаться, но в определенных пределах. Если тебе хочется все-таки выложить фотографию, делай ее на менее известном месте. То есть не рядом с Эйфелевой башней или рядом с морем. И отключи геотегинг, когда ты ее сделаешь. Также по приезде на место выключай геоданные, чтобы никто не мог определить твое местоположение. То есть функцию телефона ты отключаешь. Да. Совершенно верно. Но фотографиями, если даже захочется поделиться, то опубликуй у себя на страничке без геоданных. Выражение слышал «береги честь с молоду». Конечно, слышал. Я читал «Капитанскую дочку» Александра Сергеевича Пушкина. Повесть так и начинается с эпиграфа «Береги честь с молоду». Хорошо, а как ты понимаешь это? Это означает, что нужно делать и поступать так, чтобы в будущем за свои поступки не было стыдно, чтобы никто ничего плохого не мог сказать о тебе, иначе впоследствии это может аукнуться. Несмотря на то, что с момента создания этого произведения нашим великим классикам русской литературы прошло более века, данное высказывание, а если быть точнее, пословица, она, кстати, звучит так: «Береги платье снову, а честь с молоду», и является до сих пор актуальной. Давай поговорим о цифровом следе или цифровом имидже в сети интернет. Цифровые следы – это портрет, состоящий из ваших фото, видео, высказываний, публикаций. Запятнанный цифровой след может серьезно сказаться на отношениях с людьми, карьере, планах на будущее. Все, что человек размещает о себе в интернете, например, анкетные данные, сообщения, фото, видео, статусы – это его цифровые следы. Ваши цифровые следы могут копировать, сохранять, передавать, распространять другие пользователи, иногда даже не догадываясь об этом. При этом создается цифровая тень вашего цифрового следа. Цифровые следы и их цифровые тени могут формировать ваше цифровое наследие. Которые будут иметь значение в будущем, в ближнем или же в далеком. Верно, Гоша. Но ни для кого не секрет, что перед тем, как принять сотрудника на работу, работодатель изучает его личные страницы в социальных сетях. И не только ведь работодатель, но и новые знакомые, друзья, девушка тоже внимательно просматривают странички социальных сетей. Нецензурная лексика, агрессивные или нелицеприятные высказывания, грамматические ошибки, откровенные фото или видео, негативная информация об одноклассниках или о месте их учебы может сыграть с вами злую шутку, даже если в реальной жизни вы совершенно не такой. А иногда необдуманное поведение в интернете может стать причиной потери друзей. А ведь бывали случаи, когда ребята становились объектами насмешек и порицания учителей и родителей за фотографии с алкогольными напитками, демонстрации непристойных жестов и использование нецензурной лексики, а также уголовного преследования за распространение запрещенной информации. Так как же не испортить свою цифровую репутацию? Гоша, прежде чем выложить, лайкнуть, запостить, перепостить впечатлившую тебя информацию, подумай, сможешь ли ты это сказать человеку в реальном общении или в присутствии знакомых тебе людей или близких. Если у тебя возникают сомнения, то лучше этого не делать. Опубликовывая ваш личный контент, например, фото, видео, комментарии к постам, подумайте, а для чего вы это делаете и для кого. С кем вы готовы разделить личную для вас информацию, а кому лучше не стоит ее показывать. Опубликованный вами контент может быть скопирован или сохранен неограниченным кругом лиц неограниченное количество раз. Поэтому, даже если вы удаляете данный контент, он может всплыть в будущем. В настоящее время законом предусмотрено право на забвение.
а именно право удалить из поисковых систем информацию о себе, которая является незаконной, недостоверной или неактуальной. Однако этот процесс достаточно трудоемкий и долгий. Более того, удаление из поисковиков не означает удаление со всех возможных ресурсов и носителей информации. А главное, из памяти окружающих. Цифровая репутация может спровоцировать виртуальную агрессию в отношении человека со стороны недоброжелателей. Такие последствия возможны. Нередко встречаются ситуации травли детей в интернете. Это явление называется кибербуллинг. Кибербуллинг – это психологическое насилие, оскорбление и угрозы, унижение чести и достоинства, пренебрежительное поведение, запугивание, хулиганство, травля при общении в сети интернет, социальное бойкотирование с помощью различных интернет-сервисов, а также с помощью мобильных телефонов. Гоша, как ты думаешь, какие бывают способы борьбы с виртуальными хулиганами? Ну, во-первых, надо грамотно управлять своей киберрепутацией. Также необходимо уметь пользоваться настройками приватности, чтобы вовремя отправить обидчиков в черный список. Сейчас в социальных сетях есть возможность блокировки отправки сообщений с определенных адресов. Хорошо. Кроме того, не стоит сразу бросаться в бой. Игнорирование агрессора зачастую является лучшей линией защиты. Лишившись мотивации, обидчик, скорее всего, успокоится. Ведите себя вежливо, не грубите в ответ, поскольку с интернет-хулиганами это не действует. Если отвечать оскорблениями на оскорбления, можно еще больше разжечь конфликт. Если ты свидетель кибербуллинга, необходимо выступить против преследователя, показать ему, что его действия оцениваются негативно, поддержать жертву, которой нужна психологическая помощь, сообщить взрослым о факте агрессивного поведения в сети. Сохраняйте доказательства любой травли или агрессии, а также неправомерного использования персональных данных. Храните копии электронных писем, делайте скриншоты. Данные материалы могут понадобиться, если дело дойдет до обращения в уполномоченные органы, МВД, Роскомнадзор или судебные инстанции. Помните, что вы можете быть не только жертвами, но и стать правонарушителями. Административная и уголовная ответственность, в том числе за правонарушение в сфере информационной безопасности, распространение запрещенной информации, экстремистских материалов, нарушение в сфере персональных данных наступает с 16 лет, а по ряду статей с 14 лет. Анонимность в сети мнимая. Правоохранительным органам ничего не стоит установить, кто стоит за анонимным аккаунтом. Не стоит вести хулиганский образ виртуальной жизни. Интернет фиксирует все твои действия и сохраняет их. Удалить их будет крайне затруднительно. Ну что, Гоша, теперь поговорим о том, как защитить свои персональные данные. Тебе что-то об этом известно? Основные правила безопасности мне известны. Ограничить свой список друзей. У вас в друзьях не должно быть случайных или незнакомых людей. Пользуясь чужим гаджетом, нужно всегда ставить галочку «Чужой компьютер» и выходить из своего аккаунта учетной записи. Необходимо использовать сложные пароли, состоящие из букв, цифр и специальных символов в верхнем и нижнем регистре с количеством знаков не менее 8. А также использовать современные защищенные операционные системы и антивирусные программы. Довольно неплохо. Предлагаю посмотреть рубрику «Ничего личного». Никит, а какая часто встречающаяся проблема в сети интернет? Это взлом аккаунтов и кражи паролей. Вот только недавно у моего друга взломали аккаунт. Действительно, это часто встречающаяся ситуация. А вот мне интересно, а почему люди хранят конфиденциальную информацию, допустим, в своих аккаунтах, в облачном хранении, на своей почте? И вообще, что такое конфиденциальная информация? Это свои фотографии, документы, персональные данные. Их очень легко там хранить, потому что в любой момент с любого устройства ты можешь зайти и найти их на своем аккаунте. Никит, мы с тобой в предыдущей рубрике обсуждали, что если ты пользуешься чужим гаджетом, то необходимо ставить галочку «Чужой компьютер» и выходить с своего аккаунта, либо с профиля. Это раз. А как ты думаешь, как усложнить злоумышленникам взлом твоей почты или твоего аккаунта? Нужно придумать очень надежный пароль. Часто пользователи используют простые пароли для аккаунтов к ресурсам, которые не представляют для них особой важности. Тем не менее, сложные пароли необходимо использовать для всех ресурсов, так как один взломанный аккаунт может быть использован злоумышленниками для доступа к другим связанным аккаунтам, защищенным более сложными паролями. Надежный пароль – это не просто пароль, который сложно угадать. Это еще и пароль, который легко запомнить.
Хотя сегодня существуют специальные программы, позволяющие генерировать и сохранять пароли на памяти устройства. Это очень просто. Никит, а давай покажем нашим телезрителям самые популярные пароли в сети интернет. У меня таких паролей не было. А сейчас мы с тобой поговорим, как составить сложный пароль. Надежный пароль не должен являться устойчивым словосочетанием или словом, чтобы его было тяжелее отгадать. Также на своем аккаунте лучше установить двухэтапную аутентификацию, чтобы его было сложнее взломать. А еще надо на каждый свой аккаунт иметь отдельный пароль. Ты прав, необходимо менять пароли ко всем аккаунтам раз в 3-6 месяцев. А еще надо сразу же поменять пароль на всех аккаунтах при попытке взлома одного из них. Никит, а теперь поговорим о способах составления надежного или сложного пароля. Для получения сложного пароля, но легко запоминающегося, можно использовать любое слово, зашифровав его с помощью одного из следующих методов. Транслитерация. Если взять любое слово русского языка и набрать его на клавиатуре латинской раскладкой, то получится бессмысленное сочетание символов. Например, вы видите на экране. Это слово «конституция». К сожалению, этот метод плохо подходит для устройств с виртуальной клавиатурой, где отсутствует двойная подпись клавиш. Второе. Смещение по клавиатуре. Если при написании слова каждый раз смещаться по клавиатуре на одну клавишу влево, мы используем простое смещение. Например, вы видите на экране это слово «сыктывкар». Если менять направление смещения по или против часовой стрелки, мы используем сложное смещение. Например, вы тоже видите на экране это слово «мань-папунер». А ты знаешь, что это? Мань-папунер – это столбы выветривания в Печорно-Лыжском заповеднике. Я тебя дополню немного. Эти столбы выветривания считаются одним из 7 чудес России. И правильно ты сказал, они находятся в Печорно-Илочском государственном биосферном заповеднике. Третье. Акроним. Если взять первые буквы слов из известной фразы, то мы получим акроним, который можно использовать в качестве пароля. Например, вы видите на экране это первые две строки из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила». У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Четвертое. Известные последовательности. Также для составления пароля можно использовать первые буквы известных последовательностей слов. Например, это 12 месяцев. Всегда можно усложнить последовательность, например, изменив направление и величину шага. Это последовательность месяцев, наоборот и через один. Пятое. Чередование символов. Любой пароль можно усложнить, добавив последовательность цифр или знаков, которые можно чередовать с зашифрованным словом. Например, вот увидите слово «земля». Ну что, Никит, придумал себе сложный пароль? Да, неплохой, но я правда его не скажу. Необходимо защищать свою частную жизнь. Не опубликовывай в интернете лишнюю информацию. Злоумышленники могут использовать даже информацию о том, как ты и твои родители планируете провести каникулы. Подумай, прежде чем отправить СМС, фото или видео. Ты точно знаешь, где они будут в конечном итоге? Не открывайте файлы и другие вложения в письмах, даже если они пришли от твоих друзей. Лучше уточни у них, отправляли ли они тебе эти файлы. Отключи сохранение пароля в браузере. Для социальной сети, почты и других сайтов необходимо использовать разные пароли. Тогда, если тебя взломают, то злоумышленники получат доступ только к одному аккаунту, а не во все сразу. При столкновении с попыткой взлома одного из аккаунтов необходимо поменять пароли на всех аккаунтах. При регистрации электронной почты выбирайте надежный почтовый сервис. Не указывайте в названии электронной почты свои персональные данные. Используйте двухэтапную авторизацию. Это когда помимо пароля нужно будет вводить код, присылаемый по СМС. Используйте несколько почтовых ящиков. Отдельный для частной переписки с адресатами, которым ты доверяешь. Этот электронный адрес не надо использовать при регистрации на форумах и сайтах. Ограничить физический доступ к компьютеру для посторонних лиц. Используй внешние носители информации, такие как флешка, диск или файл из интернета. Только из проверенных источников. Не используй публичный Wi-Fi для передачи личных данных, например, для входа в социальные сети или в электронную почту. При использовании Wi-Fi отключи функцию «Общий доступ к файлам и принтерам». Данная функция закрыта по умолчанию, однако некоторые пользователи активируют ее для удобства использования в работе или учебе. Используй только защищенные соединения.
В мобильном телефоне отключи функцию подключения к Wi-Fi автоматически. Следите за своим аккаунтом. Если вы подозреваете, что ваша страница была взломана, то необходимо немедленно поменять пароль и сообщить администраторам ресурса о попытке взлома. Если вас все же взломали, то необходимо предупредить всех своих знакомых, которые добавлены у вас в друзьях, о том, что вас взломали, и, возможно, от вашего имени будут совершаться мошеннические действия или рассылаться спам. Гоша, а как ты относишься к родительскому контролю? Много плохих и печальных ситуаций и последствий можно было бы избежать, если бы был родительский контроль. Поэтому я за. Сеть таит в себе много опасностей. Нужно обязательно сообщить родителям о возникновении различных неприятных ситуаций при работе в сети интернет и использовании своих персональных данных. Родители всегда помогут советам, как лучше решить ту или иную проблему, опираясь на свой жизненный опыт и мудрость. А родители, помните, что безопасность ваших детей в интернете на 90% зависит только от вас. Никит, скажи, пожалуйста, а ты пользуешься интернетом? И на какие сайты ты заходишь? Ну, пользуюсь я интернетом в преимуществе, когда делаю домашние задания и когда общаюсь со своими друзьями и родственниками. То есть это социальные сети и другие учебные ресурсы. Ну и развлекательный контент. Это игры и музыка. А сталкивалась ли ты в интернете с нежелательным контентом? Да, это та информация, которую мне лучше не стоит видеть. А какая это информация? Это жестокость, насилие, нецензурная брань, а также пропаганда девиантного поведения. Это то поведение, которое отклоняется от общепринятых норм. А что ты знаешь о знаках информационной продукции? Ну, это, видимо, возрастное ограничение 0+, 6+, 18+, я знаю. 12 плюс еще есть. Да. Согласно федеральному закону о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, знак информационной продукции – это графическое или текстовое обозначение информационной продукции в соответствии с классификацией информационной продукции. Ты правильно сказал, это 0+, 6+, 12+, 16+, и 18+. Я не знакомлюсь с содержаниями сайтов с возрастными ограничениями 16 и 18+. Правильно, Никит. Старайся пользоваться полезными сайтами. Ребята, нужно быть готовым к тому, что вы можете столкнуться с утечкой персональных данных, стать жертвой интернет-травли, испытать последствия сомнительных знакомств, оказаться на ресурсах с нелицеприятным содержанием, и защитить вас смогут только воспитание и моральная устойчивость, а также знания, полученные в ходе профилактических бесед родителей и уполномоченных органов. Повышайте уровень своей информационной грамотности. А в этом вам поможет сайт персональныеданные.дети. Здесь вы найдете различные материалы, которые были разработаны специалистами Роскомнадзора. Это игры, тесты, конкурсы, советы детям, мультимедиа и другое. Не только для педагогов и родителей, которые хотят помочь детям понять важность конфиденциальности личной жизни при использовании цифровых технологий, но также для молодых людей, которые с легкостью и энтузиазмом используют среду интернет. Сайт «Урок цифры». Урок цифры дает хорошую теоретическую базу и наглядную практическую подготовку в вопросах безопасного использования и развития навыков в онлайн-среде. Также есть региональные ресурсы. Сайт Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми и сайт Государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Коми Республиканский институт развития образования. На этих сайтах много полезного и интересного для родителей и детей. Управлением Роскомнадзора по Республике Коми
и телеканалом Юрган совместно реализуется проект рубрика «Ничего личного». Видеоролики данной рубрики размещены на сайте Управления Роскомнадзора по Республике Коми, на YouTube-канале Юрган, на странице социальной сети ВКонтакте Роскомнадзора и регионального отделения Российского движения школьников. В рубрике мы обсуждаем актуальные вопросы информационной безопасности, разбираем жизненные ситуации, а также отвечаем на вопросы телезрителей. Также Управление Роскомнадзора по Республике Коми за годы проведения профилактических мероприятий среди несовершеннолетних накопило много полезного материала. На сайте сформировался целый раздел мультимедиа. Для оперативного перехода к разделу мультимедиа управления можно воспользоваться QR-кодом. Вы его видите на экране. Эйпс, ты в курсе, что кто-то пытается украсть твои персональные данные? Ну это там имя, фамилию, фото, дату рождения и адрес. Все то, что у тебя в паспорте написано. А еще номер школы и класса. Ну, в общем, что угодно, что позволяет установить личность человека. Зачем им это надо? Ну, например, злоумышленники могут создать копию твоей страницы и писать разные комментарии от твоего имени. Или даже взять кредит, деньги потратить и смыться, оплатить потом тебе. Персональные данные надо защищать. И вот тебе первый совет. Выходишь в интернет, будь внимательным, всегда смотри на адресную строку. Злоумышленники делают точные копии популярных сайтов, даже соцсетей и мессенджеров. Один в один, не отличишь от оригинала. Ты вводишь свой логин и пароль, и все, попался. Совет номер 2. Всегда внимательно читай пользовательское соглашение при регистрации на разных сайтах и серверах. Да, знаю, что скучно, но вот тебе пример. Однажды мне в таком соглашении предложили поменять стартовую страницу и установить дополнительные программы. Согласился бы не глядя, замучился потом удалять. Кстати, там же в пользовательском соглашении часто написано, что ты разрешаешь делать со своими персональными данными, если нажмешь ОК. Совет номер 3. Аккуратно заполняй профиль в соцсетях. Нечего всем и все про себя рассказывать. Все, что напишешь в интернете, останется там навсегда. Скопирует кто-то твою фотку и не сможешь уже ее удалить. Кстати, ты в курсе, что сейчас, прежде чем принять на работу, смотрят страницу человека в соцсетях? Те, кто пишет всякие глупости, выкладывает фотки с вечеринок, могут и не взять. Подумают, что новый работник ленивый и безответственный. Зачем такой нужен? Совет номер 4. Используй в интернете только сложные пароли с буквами, цифрами и разными символами. Простые пароли быстро взламывают. И не используй в пароле свое имя и дату рождения. Совет номер 5. Никому не рассказывай, какой у тебя пароль. Никому. Совет номер 6. Не доверяй фишинговым сайтам. Тебе на почту могут приходить письма о выигрыше в лотереях, в которых ты даже не участвовал, или сообщение, что на твой счет поступили деньги. Перейдешь по ссылке, попросят заполнить анкету. Напишешь свои данные, считай, подарил их злоумышленникам. А еще по ссылке с таких писем может загрузиться и установиться программа с вирусом. И запомни, никому и никогда не отправляй копию своего паспорта, даже если будут предлагать легкую работу с высокой зарплатой или ценный приз, например, смартфон. Это либо незаконно, либо просто развод. Совет номер 7. Используй настройки приватности. Ограничь круг лиц, которые могут писать тебе или комментировать твои фотки. Совет номер 8. Не стоит доверять незнакомцам. За фоткой 10-летней Ани из Краснодара может скрываться 50-летний Иван Петрович из Череповца. И если кто-то в сети настойчиво пытается с тобой общаться и узнать, где ты живешь, лучше расскажи об этом взрослым. Мало ли, какой маньяк сидит с той стороны. 9 совет. Не забывай, существует специальный закон о персональных данных. Твои права под его защитой. Ты всегда можешь потребовать удалить свои персональные данные, на размещение которых не давал согласия. За тебя это могут сделать твои родители. И последний, 10 совет. Будь в интернете осторожным, но позитивным. В сети очень много возможностей для общения с друзьями и поиска информации, а правильное обращение с персональными данными позволит с пользой проводить время и избежать отрицательных последствий. Ребята, если у вас по итогам сегодняшнего урока остались вопросы, пишите нам на электронную почту. Мы их обсудим в следующей рубрике «Ничего личного». Спасибо за внимание. Берегите свои персональные данные.